Строительство новой Канташевской больницы на 60 коек и 100 посещений в смену начали еще в 2021 году. Сейчас все основные работы на объекте завершены. В четырехэтажном здании постарались создать все условия для медперсонала и пациентов. В первом-втором этаже будут находиться кабинеты профильных врачей. На третьем-четвертом, соответственно, койко-места для больных. И подвальный этаж является таким техническим этажом, где будут расположены пищеблоки, там, постирочные, вот такие обслуживающие помещения. Осталось собрать и разместить в кабинетах и палатах мебель. Также в скором времени завезут новое медоборудование. Строительство больницы ведется в рамках федеральной целевой программы «Модернизация первичного звена». Она же часть нацпроекта здравоохранения, который утвержден президентом страны Владимиром Путиным и направлен на улучшение медицинской сферы в России. Выделено на строительство медучреждения 300 миллионов рублей. Регулярно мониторинг работ на объекте проводится и Минстроем региона. Газ, свет, вода и другие коммуникации здесь проведены. Пожарная система видеонаблюдения налажены, а также настроены лифты. Каждая из палат оборудована санузлами, на стенах кнопки вызова. Министр строительства Михаил Балахоев осмотрел палаты, кабинеты для врачей. Серьезных минусов в работе подрядчика он не нашел. Есть мелкие замечания в санузлах, в этих местах. Это они учтут до конца месяца-полтора, до конца сентября, до 1 октября. Это больницы, все мои замечания будут учтены и исправлены. Но они исправить их надо. Хотите, не хотите, они должны это. На территории больницы также обустроили гараж с 3 боксами. В 2 разместятся кареты скорой помощи. 1 переоборудуют под ремонтный блок. Есть во дворе и котельная, свой генератор и трансформатор. Рабочие также облагородили и озеленили территорию, посадили деревья. За соблюдением соответствия проектно-сметной документации и качеством работ следит технадзор. Какие-то виды работ производят с прорабом, с инженерным их составом. Вместе смотрим, проверяем, соответствует или нет. Если нет, заставляем исправлять. Новое медучреждение строится напротив старого, в самом центре села. Старую больницу построили еще в 60-х годах. Изначально это здание, рассказывает Эся Джандарова, было предназначено как общежитие. Позже его переквалифицировали в медучреждение. Хотели бы поблагодарить главу нашей республики Махмуда Алима Шариповича Калиматова за это прекрасное здание, за то, что мы... Наконец-то у нас осуществилась мечта работать в новой больнице. Столько лет население, медработники, весь наш коллектив ждали этого чуда, наконец-то оно свершилось. Старое здание, рассчитанное на 35 коек и 200 посещений в смену, обслуживает жителей Канташева, Далакова и Гербекюрта. Врачи с нетерпением ждут переезда в новую больницу, ведь там у них будут отдельные кабинеты со всем необходимым современным оборудованием и удобствами. Все больные будут, конечно, в одном месте получать все и исследования, и лабораторные, и рентгеновские, и фистер-лечение. Я надеюсь, это очень сильно облегчит все их проблемы и больным, и в первую очередь нам тоже. Строительству новой больницы рады жители села. С особой теплотой о врачах отзывается Лоди Дугиева. Она знает, как трудно медперсоналу работать в таких условиях. Sonda yok, soğuk en yolu yiyorlar agar en xetir. Nos haya izde sonç ahos xet bagdar elç. Sun munaha xet xudmedi isxos. Срок сдачи объекта – конец 2023 года. В новом медучреждении пациентов из 3 селений Канташева, Далакова и Гербекюрт будут обслуживать намного быстрее и качественнее. Дана Плиева, Алисхан Гаравожев, Новости 24.